Массовые отравления детей и женщин на Северном Кавказе не расследуются. В Чечне в декабре 2005 года произошло отравление учеников сразу нескольких школ. 2 месяцами позже подобный инцидент произошел в Ингушетии. Центральные власти запретили дальнейшее исследование причин массового отравления, а детей назвали симулянтами. Чем же на самом деле заболели подростки из Чечни и Ингушетии и почему среди них преобладали девочки? Звет Мчадлишвили продолжит тему. Звет. Добрый вечер. Перед началом сюжета позволю себе отметить. Отравление чеченских и ингушских детей было одной из последних больших работ известной журналистки и правозащитницы Анны Политковской, которую убили в октябре 2006 года. На жутких кадрах чеченские и ингушские дети после массового отравления неизвестным химическим веществом. Это произошло несколько лет назад. Жертвами интоксикации стали более 100 детей и подростков. Многие не излечились полностью до сих пор. Я пришла в школу, и мне там стало очень плохо. И у меня там был мой брат, он посадил меня в машину, я дальше ничего не помню. Первые случаи отравления были зафиксированы в ряде школ Шелковского района Чечни в конце 2005 года. Вскоре после начала учебного года более 90 учеников средних и старших классов почувствовали себя плохо. У детей наблюдались судорожные припадки, онемение конечностей, головные боли, тошнота, рвота, удушье, кратковременные потери сознания. Вначале врачи посчитали отравление пищевым, однако состояние заболевших ухудшалось, и врачи пришли к выводу – детей отравили умышленно. Они сейчас не могут стоять на ногах, идти они не могут, слабость выраженная. В промежутках облегчения вот только прокапали. Да, я туда зашла, и у меня стала голова кружиться. Почему? Не знаю, там какой-то запах был, его даже нельзя было описать вообще. Правда, не ясно, кому нужно было отравлять чеченских детей. Мать одной из пострадавших девочек, Аминат Алиевой, связывает несчастный случай с ремонтом, который незадолго до этого провели в школе российские солдаты. Каникулы были летние, дети вот отдыхали, а в школе вот, под предлогом того, что охраняют село военные российские войска, они там остановились, в этой школе были. Там провели ремонт, как обычно, перед школой, косметический. Тогда у нас школа еще дряхлая была, старенькая. Там побелили, покрасили. И даже мы думали, может, это краска так действует на детей. 2 месяцами позже подобный инцидент произошел в Ингушетии. В городе Назрани в республиканском училище жертвами отравления от неизвестных химических веществ стали около 20 подростков. Случай Назрани напрямую связан с одним любопытным фактом. Незадолго до известного события в училище ворвались бойцы спецназа ФСБ и уложили на пол всех учеников и преподавателей. Отряд спецназа пробыл в здании около 5 часов. Причина налета так и осталась невыясненной. В правоохранительных органах республики отказались давать комментарии. Через 2 дня дети, находившиеся в момент спецоперации в училище, попали в больницы города с теми же симптомами, что и подростки в Чечне. Может показаться странным, и в Чечне и в Ингушетии жертвами интоксикации становились в основном девочки. Репродуктивная система вполне может быть нарушена, если на организм было оказано воздействие какими-либо химическими или биологическими веществами. После этого девушки не смогут рожать, а если и родят, то плод будет недоразвитым. Доказательств того, что целью массового отравления чеченских и ингушских детей являлось прекращение репродуктивной функции, нет. Но все больше врачей Чечни и Ингушетии приходят к этому выводу. У медиков и северокавказских республик особое возмущение вызывает цинизм высших властей и специалистов из России. То состояние, которое пережили пострадавшие дети, российские врачи характеризовали как массовый психоз с хорошо поставленной симуляцией. Тогда больных чеченских и ингушских девочек назвали актрисами. Это вообще не было похоже ни на какое симулянство. Не может быть, чтобы группа 20-30 человек одновременно играла одну и ту же роль, и так все, наверное, в Москве ГИТИС отдыхать должен, раз тут в Чечне такие актрисы у нас. Случаи воздействия химического оружия на репродуктивную функцию обсуждались в российской прессе не раз. Разнообразные виды современного химического оружия позволяют оказывать пагубное влияние на различные органы и не лишать при этом человека жизни.
Такие случаи вообще-то бывали. Конечно, в мире, мировая практика знает такие случаи. Например, в позапрошлом году в дагестанских мечетях распространился слух по поводу того, что в российской армии ребята, которые там служат, их специально кормят такой едой, чтобы они в дальнейшем не размножались. Насколько это верно, я не знаю, но такая информация послужила поводом для пункта в одних из полков, которые расположены на Дальнем Востоке. По словам чеченских врачей, случай с массовым химическим отравлением не первый. Летом 2000 года в селении Старые Атаги жители услышали 2 хлопка. В результате на том месте образовался серебристо-фиолетовый столб дыма. Отравились 23 человека. Симптомы, на удивление, похожи на те, которые наблюдались позже у пострадавших детей. Случай в Старых Атагах закончился более плачевно. 3 человека скончались. Спустя несколько лет после массового отравления одной из девушек все-таки удалось родить ребенка. Правда, ребенок родился с патологиями, несовместимыми с жизнью. Буквально спустя несколько дней ребенок скончался. На этом у меня все. Екатерина. Спасибо, Звиат. Я напомню, это был Звиат Чадлишвили о необычном отравлении в Чечне и Ингушетии. قار قيمة يا كرس دا حلبور مشاعر لقايس قار قيمة يا كرس دا حلبور مشاعر لقايس